эфире телеканала «Грозный», вечерний выпуск новостей. В студии Лейла Катаева. Здравствуйте и коротко о главных событиях. Кто порочит честь мундира и как изменить ситуацию? От предупреждений перешли к увольнениям. Поставка на учет коммерческих объектов и вопрос оплаты налогов. Рамзан Кадыров напоминает, о рамках закона районные власти решают проблемы на местах. Праздник, который ассоциируется с молодежью и весельем. В нефтяном университете отметили Международный день студента. В этом виде спорта слабый уходит или становится сильным. В городах России проходят турниры по самбо. Их деятельность все чаще в последнее время подвергается критике. Разлаженная работа участковых недоволен глава республики. Совещание на эту тему собрал и мэр столицы, где приняли участие представители полиции и духовенства. С подробностями наш корреспондент. Работа, которая должна была быть усилена давно, требует уже другого подхода, более основательного и строгого. Мэрия собрала сегодня и силовиков, и духовенства, а также глав и руководителей ТАО в районах. Моментов основных много, и все они получаются главные. На них указал глава региона Рамзан Кадыров на вчерашней встрече. Злободневные вопросы касаются не только пустующего жилищного фонда. Здесь напрямую взаимосвязаны быт и безопасность столицы. Вот только один пример. Хозяин сдает квартиру неизвестно кому на короткий срок, не требуя документов у квартирантов, лишь бы заплатили деньги. А чем там жильцы занимаются и что хранят, неизвестно. خوبش خورکی شوا خوجه شیخ بعد میل چطور ایرنا شنگه چود عیله تبار بو رودش تباریو ویتام بیتسه اون پرگای خورکی سیمات داوشی دایری ششخینی و غیرشو نه ایچو چو دویتانا ولا كان باز دام مثلو روز كعملوا نوات حنشلوش بعيد حين ده باز دام هاي إيش كورتي سمع زين داوش شلات شو لا إيران بطة شو لا شو ستيك باس بتصير كوفي وجست كوش بعيد دي الداير لايو وجست كوش الداير لايو شو كهرون هالشو المجد جدودات الرود участковая служба административных курсов на чубой там хабер чубя, проверки чубя, уж хайру. Кстати, еще о безопасности. Полиция и духовенство в мнении едины. Необходимо остановить ту своего рода моду, когда молодые люди одеваются и выглядят совсем странно. Если вовремя не начать бороться с этим явлением, республика опять может пострадать. يستحق يومات قدمنا الوقت ما نعليش بات وريهم شكابوش بارش كابوش تين كابوش مصر بس كابو كبر شعبو بيستر شعبو سون سن بوشام يلوش مثلا جوشبو فكير مودي جوشبو ميقش عادو شيء بيبلش في بروسبكت دوسي هاوين وشعبو شان دوكو بوشان وشعبو بطل شعبيون سون تعدي سماتا سون جولا ديكي وسونا يردا وشوانا وديس يردا شيء نرجع ميكسلوش شبيون الله شيء يحدث شيء بوقدوش حالة تنبو ليش تعبيرش كحاطي وشوا ملوي وين يكلم هو ده يشيات. И снова про работу участковых. Причин, по которым жители не знают участкового, а участковый своих жителей, нет. То есть здесь вопрос однозначен. О каждом проживающем на своем участке уполномоченный полицейский обязан быть в курсе. Тем более, что порядок и вправду начинается с порога. Если жильцы ухаживают за домом, улицей, участком, значит здесь и работа участкового. Для сравнения, это место совсем недавно было восстановлено. Однако теперь его и не узнать. Плиты вандалы поотрывали, кругом мусор и битое стекло. حيط مضحيك ويتوري ونع نيع موسى وصل ميل يلعبوا ميل وولدوا النيع والحيط هو دينا نيع أبدع بعثا شنو بعثة يلزم وخليه عنه هو النيع خوش شو ضيع ميل ذكره
Сегодня начальник УВД Али Тагиров дал указание своим подчиненным, в том числе и по 12-му участку, составить точные списки и переписать всех жителей. Когда и где они прописаны, почему проживают не у себя дома, а снимают здесь ветхое жилье, и почему именно сейчас здесь все срочно прописываются. По указанию мэра Грозного Ислама Кадырова будут проверены все квартиры в столице. Хозяев больше предупреждать не собираются, а меры будут приняты самые строгие. Ясмина Гацаева, Луиза Андиева, Магомед Аздаев и Джамиль Ахмадов. Новости. Потому насколько участковый уполномоченный эффективно выполняет свои служебные обязанности, формируется мнение населения о работе полиции в целом. В рядах правоохранителей уже последовали первые увольнения. Так тоже порочить честь мундира, продолжит наш корреспондент. Ряд наказаний от выговора начальнику отдела полиции номер 2 Асламбеку Делимханову до увольнения участкового Октябрьского района Амхада Муцураева последовали сегодня в МВД республики. Временно исполняющий обязанности министра Апти Алаудинов озвучил соответствующие приказы. Вслед за этим на встрече с правоохранителями Алаудинов указал на существенные недостатки и потребовал кратчайший срок усилить работу по всем направлениям. Musu начальник полиции в городе Аволшул, начальник полиции на районшка Боржбол, начальник районных отделов Боржбол, на массана хадизанды худоэджа, ши подчиненный участкового службшка дом, ши хилмадез паспорт дочь. Нагасани участкового хули до конца этого года и ситуация исправит еще. Нагасан к концу этого года, на начало того года и паспорт дочь участкового, был бой так загалар. Киш недолояльный, участковочка, и было хилацевое положение, и начальник полиции непосредственно было давохка хилаон. И мы сумели довести до дежду, почему мошки, и было давохка бешку. Начальник УВД Али Тагиров доложил, что работа по пропискам жителей уже начата. Сегодня с раннего утра задействованы все сотрудники соответствующих служб, в первую очередь участковые. Массу участковые. Береги хагу на вале, чмело участковый, предупредить винову. И ненадлежащим образом еще паспорт участка, или целый участковый, да я к наву, цацбеше наказать бинабу. Апти Алаудинов поручил своему заместителю Асламбеку Саказову, курирующему работу участковых служб, лично взять под контроль проводимую работу. Здесь же начальник отдела полиции Октябрьского района Асламбек Делимханов признал недоработку своего отдела и пообещал усилить работу в нужном направлении. Луиза Андиева, Ясмина Гацаева при поддержке пресс-службы МВД по Чеченской Республике. Новости. О нерешенных проблемах района говорил на вчерашнем совещании глава республики. Тему продолжит Алхазур Керимов. Kurcholojski dana, ott lesz, hogy ával kemerski objekt dan, kiyacsdós, babjáki, elszellítsa kemerski objekt dan, kiyatanadesz. И это не единственная проблема Курчелоевского района. Этому вопросу было посвящено вчерашнее совещание Рамзана Кадырова, а сегодня обсуждение продолжилось уже на месте в Курчелое. Критики подвергли работу по выявлению незаконных торговых точек. Члены специальной комиссии порой сами не в состоянии объяснить предпринимателю, за что его магазин опечатывает, говорит новый глава района. Тем временем от этого страдает муниципальный бюджет. نعم أبي سنت دين دوخ أبوشة. فلان بريت دعوة بوخشة هون قلت بوخشة تيرون شو حياتش أسد أحد نقطة عشان كنتي بوبش بخبودات هون ده جيران من الجيران يحيدات سدون هو نسيت كي ديزها دوغنا بوش أبي سنت دين سان أبوشة خور مدرسين. Абу Хусейн Висмурадов интересуется у сотрудников администрации, почему в районе до сих пор не решены правовые вопросы, связанные с земельными участками, тем более, что в других муниципалитетах они давно закрыты. Курчелоевский район стоит на первом месте по налоговым задолженностям. Глава района обращает внимание, что практически на всех автомойках используется питьевая вода, хотя закон этого не разрешает. Часто происходит ситуация, когда на имя давно умершего человека приходят уведомления о необходимости уплаты налогов.
Совещание главы республики, посвященное проблемам районов, считает определяющим в руководстве района. Абу-Хусейн Висмурадов предупреждает глав сел и участковых о строгом контроле и последующем спросе. Теперь необходимо взяться за работу, а совсем скоро и подвести промежуточные итоги. Алхазур Керимов, Резван Адулмуслимов, Заур Магомадов. Новости. Свыше 200 семей ожидают новоселья. Жители 12-го участка в скором времени, а это не позднее, чем к концу этого года, получат ключи от новых квартир и домов. За процессом лично следит глава республики. Что еще осталось сделать, узнавал наш корреспондент. Ветхие коттеджи на 12-м участке Грозного были построены почти 100 лет назад, в 1927 году. Здесь проживало до 8 семей. Причем каждая из них ютилась на 20, максимум 40 квадратных метрах. И ни на одну семью не приходилось ни одного квадратного метра земли. Зулай Абдулкеримова показывает место, где стоял аварийный коттедж. Она вместе с сыном и 3 внуками прожила в нем долгие годы. Кроме Абдулкеримовых, в других квартирах по соседству теснились еще 5 семей. Коттедж снесли, на его месте сейчас строится новый. Как рассказывают бывшие жильцы, время, проведенное в таком жилье, вряд ли можно назвать жизнью. Сегодня здесь возводятся просторные коттеджи и частные дома с соблюдением всех норм качества. Причем в каждом частном доме будет проживать отдельно многодетная семья. К нему прилагается и свой участок в 6 соток. Многие рабочие приходят сюда в качестве волонтеров. Кроме частных домов на 12-м участке строится социальная сеть. Это детский сад и мечеть. Финансирует проект президент регионального общественного фонда Аймани Кадырова. Фронт строительных работ разбит на 28 секторов. Министерство и ведомство республики изъявили желание помочь жителям 12-го участка. По генеральному плану 12-й участок станет современным поселком. Азулай Абдулкеримова после 40 лет жизни в аварийном доме от чувства благодарности за эту поддержку не может сдержать слезы счастья. Строительство жилья на 12-м участке завершено сегодня практически на 70%. Сейчас монтируют коммуникации и ведут отделочные работы. По графику завершение масштабной реконструкции намечено к концу текущего года. Но многие ведомства намерены сдать объекты еще до указанного срока. Адлан Дудаев, Магомед Аздаев, Ваха Кантаев. Новости. Открыто новое здание следственного изолятора, рассчитанное на 235 мест. Возведение объекта началось еще в 2001 году. В новом корпусе созданы все необходимые условия для работы сотрудников и для содержания подследственных. Медпункт, кухня и комната свиданий. Также имеется помещение для проведения воспитательной работы. На открытие комплекса приехали представители Федеральной службы исполнения наказания. Гости отметили высокое качество проведенных работ. Задача выполнена большая, она выполнялась в рамках федеральной целевой программы восстановления Чеченской Республики. Ну и мое личное отношение, что вот за этот период, вот с 2001 года по 2012 сделано много, это большая заслуга и руководства УСИНа, и руководства республики. Ничто не украшает дом так, как живые цветы. В рамках всероссийской акции «Сделаем вместе» в школах республики реализуется проект «Зеленый уголок». Сотрудники Комитета экологии, Министерства молодежи и общественники из движения «Экомир» выезжают в школу и вместе с учащимися сажают комнатные цветы, тем самым создавая в каждой школе зеленый уголок. В Доме профсоюзов подвели итоги конкурса творческих педколлективов. В нем приняли участие более 150 педагогов из 17 районов республики. Главный кубок забрали преподаватели Урус-Мартановского района. Второе место разделили Нажаюртовский и Ленинский районы Грозного. Третье место занял Натеречный. Отбор проходил сперва на уровне района, и потом районы были разбиты на 3 группы. И в течение 3 дней в этом же большом зале Дома профсоюзов проходил сам конкурс. А
Акция против распространения алкоголя. Молодежное патриотическое движение «Ахмат» совместно с участковыми в Грозном провели контрольную закупку спиртного. Подставного покупателя отправили в одно из местных кафе. Подростку продали 2 банки алкогольного напитка «Страйк». Однако продавцом выступила не хозяйка заведения, а один из посетителей. Здесь же правоохранители составили протокол об административном правонарушении, который налагает штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей. Они уже окончили школу, но и взрослыми их не назовешь. Так можно сказать о каждом студенте. В свой праздник они поют, танцуют и шутят. В основном о себе. Учащиеся нефтяного университета решили собраться, чтобы отметить День студента. На сцене актового зала выступает сборная КВН нефтяного колледжа, также артисты чеченской эстрады. В общем, без положительных эмоций не остался никто. Ровно 20 лет назад пожар в Грозном чуть не стал техногенной катастрофой. В республике загорелся нефтеперерабатывающий завод. Неизвестно, что могло бы случиться, если бы не героический поступок Хасана Кааева. Ценой жизни он перекрыл задвижку, тем самым локализовав огонь. Сюжет Рахима Гириханова. Заводской район Грозного. В советские времена на этой территории располагался нефтеперерабатывающий завод имени Анисимова. 21 октября 1992. В тот день стояла промозглая погода и дул холодный, пронизывающий ветер. А несколькими месяцами ранее на работу в пожарную часть номер 10 устроился Хасан Кааев, молодой, энергичный, жизнелюбивый парень. То холодное утро стало роковым для него. Сейчас вокруг пустырь и тишина, и трудно даже представить, что 20 лет назад именно здесь могла произойти техногенная катастрофа. По вине расхитителя нефтепродуктов на заводе вспыхнул пожар. Грохот взрывов и вспышек горящей нефти разбудил жителей сел Алхан-Юрт, Алхан-Кала и поселка Кирова. В зоне огня находилось 30 емкостей объемом 2000 кубических метров каждая. Они были заполнены сжиженным газом. Взорвался один резервуар. Если бы даже небольшой из осколков попал в соседнюю емкость с пропаном, пошла бы цепная реакция. И тогда пострадала бы большая часть Алхан-Юрта. В огне оказалась бы вся территория завода Анисимова с сотнями тысяч тонн нефтепродуктов и сжиженного газа. Пламя перекинулось бы на резервуары с бензином в поселке Кирова, затем на огромные паровые котлы Новогрозненской ТЭЦ-2 и находящийся чуть в стороне химический завод имени 50-летия СССР, имевший огромную нефтебазу и несколько десятков нефтепарков. Там были задействованы все силы, средства, входящие в охрану производства объединения Грозный нефтеоргсинтез. Это значит, что 5 пожарных подразделений. Где-то человек 45-50. Свист, говорящий об опасности взрыва, давал понять, счет идет на секунды. Кому-то нужно было перекрыть задвижку. И именно Хасан Кааев, уже получивший ожоги от первого взрыва и понимая, что это верная смерть, пошел на это. Перекрыл задвижку и локализовал огонь. Ценой этого смелого поступка стала жизнь. Пожарный сгорел в бушующем пламени огня, но спас несколько тысяч человеческих жизней и предотвратил масштабную экологическую катастрофу. Живой мальчик был, очень живой, очень такой активный мальчик был. А так ничем не выделялся среди других ребят. Такой же, он мог где побаловаться, мог где подраться. Ну, справедливый мальчик был. 54-я школа, где учился Хасан Кааев. С 2008 года она носит его имя. О мужестве и смелости этого чеченца здесь знает каждый ученик. Хасан Кааев, можно сказать, герой республики, в честь него названа наша школа. Такой поступок могут совершить только самые храбрые, любящие свою родину люди. Я думаю, что не каждый человек может такой поступок делать. А это бывшая Ялтинская улица, которую в 2010-м назвали именем Хасана Кааева. Впрочем, за 2 года здесь не появилось ни одной таблички с именем героя. Хасан родился 11 июня 1971 года, окончил школу, СПТУ, отслужил срочную службу в войсках противовоздушной обороны. Вернулся в Грозный полный желания быть полезным. Обычный парень, общительный, веселый, душа компании, любил футбол и напрочь отказывался есть блюда без мяса. Отцу Хасана 80, маме 74. И даже спустя столько лет им тяжело рассказывать о сыне без слез. Родители признаются, что не раз испытывали гордость за сына. И из жизни он ушел так, чтобы им гордились. Пример Хасана, спасшего от взрыва нефтяной завод, далеко не первый на чеченской земле. А подвиги пожарных, защищавших нефтяные объекты в период Великой Отечественной войны, напоминает вот этот монумент, который увековечивает их славу.
21-летний Хасан Каев совершил подвиг в мирное время и стал национальным героем Чеченской Республики. И нет сомнений, что он является истинным героем нашей Родины. Рахим Гириханов, Муслим Пицаев, Магомед Аздаев. Новости. В спорткомплексе города Шали собралось около 200 спортсменов. Повод нашелся. Там проходят соревнования, приуроченные ко Всемирному дню самбо, который спортсмены-самбисты отмечают ежегодно. 200 чеченских спортсменов съехали сегодня в Шали для участия в чемпионате республики. В это же время состязания продолжаются еще в 99 городах страны. Это событие приурочили к Всемирному дню самбо. Местный спорткомплекс превратился сегодня чуть ли не в главную спортивную арену региона. Это событие вызвало живой интерес для всех зрителей, мест так и не хватило. За зрелищными боями наблюдал глава администрации района Турпалали Ибрагимов. Это боевое искусство возникло в 1938 году в Советском Союзе. Название расшифровывается как «самозащита без оружия», а в 1978 году самбо признали олимпийским видом спорта. Русланбек Баширов занимается самбо всего 3 года. Начинал с занятий по дзюдо в родном Шали. Теперь мечтает о спортивной карьере. А сегодняшние соревнования – прекрасная возможность себя показать, считает юноша. Максимум усилий Русланбек Баширов одерживает победу над своим соперником. Почетный гость турнира Турпалали Ибрагимов вручает подарки, кубки, медали и ценные призы. И, конечно, общее фото на память. Муслим Медилов, Бергин Париулидзе, Ваха Кантаев. Новости. В аэропорту Грозного встречали чемпиона Европы по боям без правил. Титулованный спортсмен Рустам Мухажиев одержал 3 победы, 2 из которых досрочно. Первый из 4 соперников не вышел на ринг. Сами же состязания прошли в Санкт-Петербурге. Финальный бой Масар Аль-Халоир. Халяля во время схватки проигрывать Тешвар в конце, скажем, под нажатием выиграть Рас. На этом все. Спасибо, что были с нами. Адикиош.